30 сентября правительство США опубликовало отчет о принудительном труде в Китае. Об этом сообщило информационное агентство «Голос Америки». В отчете, в котором подчеркивается обеспокоенность правительства США давлением на трудовых узников и преследованиями уйгуров в Восточном Туркестане, был упомянут список Министерства труда, в который вошли 22 вида китайских товаров, включая перчатки и новогодние украшения, произведенные подневольными рабочими, среди которых есть и дети. Министр труда США Юджин Скалия заявил, что китайская продукция, произведенная путем принудительного труда уйгуров, значительно выше, чем в других странах. По данным министерства, публикация списка о принудительном труде является частью усилий правительства США, направленных на решение ситуации в Восточном Туркестане, где более 2 миллионов уйгуров и других тюрков содержатся в концентрационных лагерях. Действия Коммунистической партии Китая, которая отправляет уйгуров в так называемые учебные центры, заводы и фабрики внутренних провинций, показывают, что Пекин не собирается отказываться от использования принудительного труда. Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что 29 сентября получило ответ от Китая о семье Абдурахима Гани, который в течение последних 2 лет проводил на площади Дам одиночный пикет против китайского произвола. В прошлом году посольство Нидерландов в Китае запросило у китайских властей информацию о его семье. Согласно ответному письму, некоторые из родственников Абдурахима Гани были заключены в тюрьму на срок от 3 до 16 лет по произвольным обвинениям, таким как нарушение общественного порядка, иностранные связи и пропаганда этнического сепаратизма. Согласно информации китайских властей, в августе 2017 года старшего брата активиста Абдурахима Гани осудили на 5 лет и 6 месяцев. В марте 2019 года его племянница Фатима получила 6,5 лет, а в мае 2018 года младший брат активиста Маджид был приговорен к 16,5 годам лишения свободы. Старшего брата его супруги приговорили к 16,5, а младшего к 3 годам лишения свободы. Мать активиста Тохтихан Бакри скончалась в сентябре 2014 года от тяжелой болезни. Другие родственники Абдурахима Гани пока находятся на свободе. С прошлого месяца активист начал проводить одиночные акции протеста перед китайским посольством. После этого китайская разведка начала шантажировать Абдурахима через его брата, с которым он не общался около 6 лет. Активисты пытались заставить прекратить антикитайскую деятельность, однако он продолжил выступать против беззакония китайских властей. 1 октября в рамках Дня противостояния коммунизму представители различных этнических групп провели в столице США антикитайскую акцию протеста. В акции против нарушений прав человека и репрессий приняли участие уйгуры, тибетцы, гонконгцы, выходцы из Южной Монголии и Тайваня. В ходе митинга перед зданием Конгресса США выступили конгрессмены Скотт Перри, Том Суоззи и Тед Йохо, представители уйгурских, тибетских и монгольских неправительственных организаций. Участники акции организовали театрализованное представление о положении узников в концентрационных лагерях. Уйгуры, принявшие участие в протесте, были одеты в синюю тюремную форму, потребовали от Китая покинуть оккупированные земли и остановить геноцид. В свою очередь, конгрессмены призвали правительство США признать преследование уйгуров геноцидом и принять соответствующие меры против Китая. По данным Министерства обороны Тайваня, канадский военный корабль пересек Тайваньский пролив. В период напряженных отношений в Тайваньском проливе этот шаг может серьезно разгневать Пекин. За последние несколько недель Китай активизировал военные действия вокруг острова, включая отправку боевых самолетов к неофициальной центральной линии Тайваньского пролива. Министерство обороны Тайваня сообщило, что канадский фрегат направился на север из Южно-Китайского моря. В отчете отмечается, что военные вели за канадским кораблем наблюдение как с воздуха, так и на воде, и что условия разведки были нормальными. Китайско-канадские отношения ухудшились после того, как в 2018 году канадские правоохранители задержали финансового директора корпорации Huawei. Вскоре после ареста Мэн Китай арестовал 2 канадских граждан за шпионаж. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия освободила сегодня от оккупации еще 7 сел. Сегодня азербайджанская армия освободила село Талыш-Тертерского района, села Мехдили, Чахирли, Ашаги-Маралян, Шайбей и Гуджак Джебраильского района, село Ашаги Абдурахманны Физулинского района, сообщается в микроблоге президента Азербайджана в Твиттер.
В субботу вечером президент Азербайджана сообщил о том, что азербайджанская армия подняла государственный флаг страны над освобожденным от оккупации селением Мадагиз Тертерского района. Азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. «Мадагиз наш, Карабах – это Азербайджан», говорится в твите главы азербайджанского государства.